Добрый день, ребята. Урок номер 58, третий класс, русский язык. От чего у верблюда горб? От чего у верблюда горб? Ты сможешь описывать события аудиовизуального материала, сопоставлять с жизненной ситуацией, использовать разные формы слов один, одна, одно, а предложения с союзами и, но. Итак, пишем красиво. Животные – помощники человека. Упражнение номер 1. Послушай первую часть сказки английского писателя Джозефа Киплинга «От чего у верблюда горб?». Как ты думаешь, что произойдет дальше? Когда мир только возник, многие животные стали помогать человеку в работе. Верблюд работать не хотел, а на все уговоры он отвечал только грб, грб. Лошадь, вол, собака уговаривали его, но верблюд твердил только одно – грб. Животные жаловались человеку. Человек тоже ничего не мог сделать с лентяем. Эти разговоры услышал Джин, хозяин пустыни, и отправился к верблюду. Какие животные, так, давайте ответим на вопрос. Какие животные помогали человеку? Кто услышал разговор животных и человека? Найди и прочитай предложения союзами «а» и «но». Какие животные помогали человеку? Лошадь, вол, собака. Кто уговаривал верблюда? Лошадь, вол и собака. Найди и прочитай предложения союзами «и», «оно». Верблюд работать не хотел, а на все уговоры он отвечал только «грб». Лошадь, вол, собаку уговаривали его, но верблюд твердил только одно. Животные жаловались человеку, человек тоже ничего не смог сделать с лентяем. Упражнение 2. Запиши, вставь пропущенные окончания слов. Составь предложение с 2-3 словосочетаниями. Используй союзы «и», «оно». Один верблюд. От одного верблюда к одному верблюду с одним верблюдом. Об одном верблюде. Одна сказка. От одной сказки к одной сказке, одну сказку с одной сказкой в одной сказке. Итак, предложение. Мы читали одну сказку и обсуждали одно слово. Джин говорил об одном верблюде, а я слушал одну сказку. У одного верблюда был горб, но он не хотел работать. Упражнение номер 3. Прочитайте по ролям вторую часть сказки. Ответьте на вопросы. Что сказал Джин верблюду? Джин сказал, что из оленя верблюда 3 животных работают за него, и это несправедливо. Что ответил верблюд? Он ответил только одно слово «грб». Что сделал Джин? Он произнес заклинание, и у верблюда вырос горб. Что случилось потом с верблюдом? У него появился горб, чтобы он мог работать без пищи 3 дня за пропущенные дни работы. Прочитай концовку сказки. Чему она учит? Выпиши предложение с союзом «и». «Ты пропустил 3 дня работы», — сказал Джин. «Теперь ты сможешь работать 3 дня без всякой пищи, и горб прокормит тебя». Пришлось верблюду взяться за работу вместе с остальными животными. Итак, данная сказка учит трудолюбию и ответственности. А предложение союзом «и». Теперь ты сможешь работать 3 дня без всякой пищи, и горб прокормит тебя. Так, упражнение 5. Рассмотри картинки, каким эпизодам сказки они соответствуют. Итак, первое. Животные уговаривают верблюда работать. Первая часть сказки. Второе. Животные жалуются человеку. Начало обращения к Джину. Дальше. Джин колдует момент, когда появляется горб. И последнее. Верблюд с горбом идет работать. Финал сказки. Упражнение 6. Правильно ли поступил Джин с верблюдом? Что
бы ты сделал на его месте? Поделись своим мнением. Я думаю, Джин поступил справедливо. Верблюд ленился, а другие работали за него. Теперь у него есть горб, и он будет работать, как остальные. На месте Джина я бы тоже что-то сделал, чтобы ленивец начал трудиться. Упражнение номер 7. Собери из слов предложения, запиши. Животные стали помогать человеку в работе. Лошадь, собака и волк просили верблюда помочь человеку. Джин услышал жалобы животных. На этом все. До скорых встреч. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите вопросы в комментариях.